Всем добра, дорогие друзья! Это необычное видео. Сегодня за меня будут говорить профессиональные врачи, военные инженеры, специалисты в области связи и известные ученые. Речь пойдет о наших сотовых телефонах и сотовой связи. Вы, скорее всего, уже видели на домах и зданиях новые и необычные антенны, которые должны обеспечить хорошую сотовую связь для наших телефонов. Но, как выяснилось, кроме передачи данных, эти антенны способны в любой момент менять поведение человека, контролировать наше настроение, эмоции, влиять на принятие решений. И, конечно же, человек не осознает, что он под действием техники. Через 10 минут вы убедитесь, что мозгом человека управляют с помощью таких антенн. И это не шутка. К большому сожалению, эти технологии вызывают самые серьезные заболевания, избавиться от которых уже невозможно. При этом люди даже не подозревают, от чего они заболели и что с ними вообще происходит. Врачи тем временем уже не успевают принимать пациентов с различными заболеваниями нервной системы, которые возникли из-за этой технологии. Мне данный материал понравился тем, что в нем вкратце рассказывается вся суть и размах происходящего. С разрешения авторов я сделал самые интересные, на мой взгляд, нарезки и надеюсь, что они вам тоже понравятся. Эта тема касается всех и каждого. Именно поэтому те люди, кто раньше должен был молчать, нарушили условия и стали открыто говорить правду. Уделите этому видео всего 10 минут, и вы поймете, насколько все далеко зашло. Я доктор Энджи Колбек. Я рецензировала исследования, демонстрирующие влияние беспроводного излучения на здоровье. Есть тысячи исследований, доказывающих следующие неблагоприятные воздействия излучения беспроводных технологий. Это рак, оксидативные повреждения, повреждения и разрушение ДНК, потеря памяти, головокружение, беспокойство, спутанность сознания, головная боль, кровотечение, когнитивные нарушения, изнеможение. Есть данные о повреждениях ДНК и о кардиомиопатии, что является предвестником сердечной недостаточности. Потеря памяти разной продолжительности, снижение концентрации и реакции, вплоть до непроизвольных спазмов мышц, вызывающих смещение челюстей и позвонков. Рак груди внезапно обнаруживается у женщин, не имеющих генетической предрасположенности. Нарушение иммунной функции, изменение уровня протеинов стресса, влияние на репродуктивную функцию. Есть десятки и десятки исследований, без сомнения доказывающих влияние излучения на сперму. Если вы перестанете носить телефон в кармане, сперма восстановится за 3-4 месяца. Но повреждения ДНК в сперме никуда не денутся, это непоправимо. У жены бывшего губернатора Индианы диагностировали глиобластому. Та же опухоль была у Теда Кеннеди и у Джона Маккейна. Вы видели шрам у Джона Маккейна? Это шрам от операции по удалению опухоли в мозге. У Леброна Джеймса, одного из наших спортсменов, обнаружили опухоль слюнной железы. Это еще одна опухоль от излучения телефона. Но вы вряд ли слышали об этом, потому что вскоре после этого Samsung заплатил ему, чтобы он стал их представителем. Мы наблюдаем рост количества опухолей мозга, рост заболеваемости болезнью Альцгеймера и всеми неврологическими болезнями, боковым амиотрофическим склерозом, болезнью Паркинсона. Все эти заболевания связаны с низкодозовым энергетическим воздействием. Речь идет о круглосуточном и повсеместном воздействии на весь наш организм. От излучения будет невозможно укрыться. И наши исследования показывают, что, возможно, иммунная система выдержит какое-то время, но потом ослабнет. Это идеальное незаметное оружие. Если правительство недолюбливает какую-то группу людей, как, например, тех дам, которые протестовали в Гринхэме в Англии против размещения американских ракет, их подвергали воздействию микроволн. Микроволнами обрабатывали католиков в Северной Ирландии, чтобы они болели. То же самое и по всему миру. Жертва даже не осознает, что подвергается воздействию, потому что доза очень низкая. На самом деле низкие дозы даже опаснее высоких, так как последствия будут заметны не сразу. Доза микроволн очень низкая, и, возможно, пройдет год или два, но рано или поздно проявятся симптомы неврологических повреждений или рак, и ваших противников одолеют различные болезни. Это идеальное оружие для властей. Сейчас мы на пороге внедрения технологии 5G. Это особый протокол передачи огромных массивов данных. И оказывается, те же спектры частот используются в оборудовании для разгона толпы.
В одном из документов Института электроинженерии говорится, что технология формирования направленного луча способна сварить ваши глаза вкрутую, как яйца. Проводится огромное количество спонсируемых исследований теми людьми, которых нанимают, чтобы они ничего не обнаружили. Эта проблема актуальна во многих странах. Исследование радиочастотного излучения спонсировалось Моторолой. Наши отношения были очень теплыми и ненапряженными, но лишь до тех пор, пока мы не стали собирать данные. После этого они очень забеспокоились и начали обсуждать, как это преподнести, как приукрасить данные, что ожидать от этого. И на этой стадии отношения осложнились. Мы видели, что Моторола пытается повлиять на нашу работу, указывать нам, что делать, как писать обзоры, что говорить в этих обзорах, о чем писать в статьях. Практически сразу мне стали жаловаться соседи, что у детей стала идти кровь из носа. Я даже публиковал фотографии на Фейсбуке. А одна соседка пришла ко мне и рассказала, что с тех пор, как неподалеку установили светодиодный фонарь, у нее стала идти из носа кровь каждую ночь. Сначала я не верил в это. Но я поговорил с другой соседкой, живущей недалеко от первой, и она также отметила, что с момента установки светодиодного фонаря у нее начались кровотечения, чего она никогда в жизни не испытывала до этого. Я решил разобраться, в чем дело. Я замерил уровень микроволнового излучения, исходящего от передатчиков в светодиодных фонарях. Этот уровень был значительно выше, чем дозволенный резолюцией 1815 Совета Европы. Мало кто ясно представляет себе, что такое 5G. G значит Generation, поколение. В 1980-х появилась первая система передачи сигнала 1G, затем появилась 2G. По мере развития технологии стали появляться более продвинутые системы передач, и устройство антенн становилось все более и более сложным. Они были нацелены на быструю передачу все возрастающего объема данных. Но 5G — это нечто совершенно новое. Общеизвестно, что страховые компании отказываются страховать риски от воздействия излучения. Все телекоммуникационные компании в мире предупреждают инвесторов о потенциальных расходах в связи с реальными или предполагаемыми рисками от электромагнитного загрязнения от их продуктов. Любопытно также, что они предупреждают инвесторов о том, что не сообщают об этом своим клиентам. Они держат это в тайне, чтобы не потерять деньги. То есть мы пользуемся технологией, которая может нанести нам огромный вред, и инвесторы знают об этом. Но их беспокоит только перспектива потерять деньги, а не причиняемый здоровью вред. Это приказ, который насаждают компании, не желающие ничего слушать, и правительство, не желающего принимать ответственность. Это делается посредством сговора, задуманного таким образом, чтобы лишить граждан и общины их личностных прав по всей стране и по всему миру. Британское правительство планирует установить 400 тысяч антенн, чтобы 5G достало вас в каждой расщелине в любом районе страны, чтобы даже трактора могли ездить сами. Но эти передатчики являются радарами с фазированной решеткой. Этот сигнал покроет всю территорию страны и истребит всех насекомых-опылителей, каждое живое существо. Домашние животные станут бесплодными, живые организмы в почве будут уничтожены. Почва станет неплодородной, фермеры обанкротятся, и целые общины окажутся под угрозой. Ваша ДНК, митохондриальная ДНК, передается к вам в неизменном виде от вашей матери, а ей от ее матери. И так далее, к истоку человеческой расы во времена каменного века. Она не меняется, и в неизменном виде будет передана вашим детям. Это значит, что если ее повредить, то ваши дети будут иметь генетические повреждения, а затем и их дети, и так далее по цепочке. Тем самым вы выносите приговор всем будущим потомкам каждого ребенка.
Это были самые важные, на мой взгляд, выдержки из документального фильма под названием 5G «Апокалипсис. Угроза уничтожения». Данный документальный фильм вышел в США в этом году и был переведен на русский язык при помощи канала Крамола и Медальтернатива. Ссылки на полный фильм и тех, кто над ним работал, я, конечно же, поставил в описании к этому видео. Берегите себя и своих близких.